Добрый вечер, Республика! В эфире детские новости. Новости для тех, кто утром собирается не на работу, а идет в садик или в школу. В студии для вас работаем мы, Хадижа Акаева и Абдулмалик Мадаев. Дорогие друзья, в этом выпуске программы мы расскажем о конкурсе рисунков «Чечня туристическая». Юные художники, обязательно посмотрите сюжет нашего корреспондента Самиры Такаевой. Далее вас ждет сюжет, посвященный Международному дню детского телевидения. Мы с Хадижей пофантазировали, что было бы, если бы на телевидении работали одни дети. Не пропустите, это будет интересно. Каким должен быть самый лучший телеведущий и зачем показывают рекламу? Наши маленькие эксперты поделятся с вами своим авторитетным мнением. Ну а в самом конце выпуска смотрите рубрику «Звезда экрана». Мы покажем лучшие детские видеоролики, которые вы, дорогие зрители, присылали нам в течение последних недель. Но обо всем по порядку. Итак, мы начинаем. Скажите честно, друзья, мечтали когда-нибудь закинуть за плечи рюкзак и отправиться путешествовать? Только не куда-нибудь на соседнюю улицу или в село к бабушке, а по-настоящему в качестве туриста. В нашей республике детский туризм только набирает обороты. Но согласитесь, хороший отдых на природе заслуживают не только взрослые, но и уставшие за месяцы учебы школьники. Где и как могут отдохнуть ребята в нашей республике, мы узнали у Дагмары Исаковой, менеджера по туризму. На самом деле у нас в республике очень много таких мест, Самира, куда ты можешь приехать со своими одноклассниками, друзьями, и замечательно провести время, но и плюс еще познакомиться с историей нашего замечательного края. Вот, допустим, наверное, ты уже слышала, что в Чеберлоевском районе находится самое высокогорное озеро Кизиной-Ам. Там сейчас построена замечательная туристическая база, где вы можете поселиться, провести время со всеми удобствами, ну а совсем недалеко от этого озера, в 1,5 километрах буквально, если пройти пешком, можно посмотреть и познакомиться с историей такого древнего поселения Хой. Оно называлось поселение стражников. Очень интересно, там сохранились развалины, и на самом деле прийти туда и познакомиться со всем этим, это очень интересно. Также в Серноводске у нас находится оздоровительный центр, где можно поправить не только здоровье, но а также с пользой провести время, потому что сероводородные источники, они очень полезны для здоровья, да и плюс еще есть возможность провести с друзьями весело время, и там же на месте созданы все условия для комфортного отдыха. Я знаю, что вы проводите конкурс рисунков. Расскажите о нем. Да, на самом деле мы проводим такой конкурс, в котором могут принимать участие все ребята нашей республики, которые подпадают под возрастную категорию от 6 до 17 лет. Это могут быть учащиеся школ, а также те ребята, которые учатся в художественных школах и в других учреждениях дополнительного образования. В конкурсе принимают участие рисунки на тему «Чечня туристическая». То есть ты можешь указать там те красивые места нашей республики, которые тебе нравятся, но и, конечно же, это будет не только твоя увлеченность в области какого-то художественного мастерства, но и плюс еще изучение истории. На самом деле это очень интересно, и мы призываем всех учащихся наших школ и всех детишек принять активное участие в этом конкурсе, конечно же. Первый районный этап конкурса завершится 10 марта, после чего начнется уже республиканский этап. К оценке работ приступит жюри конкурса. Ну а в конце марта мы узнаем имена победителей. По итогам конкурса в качестве приза будет отобрано 30 человек, которые будут номинированы на приз. Это будет туристическая поездка, это будет сертификат на туристическую поездку по достопримечательностям нашей республики. Но я думаю, что это вот очень хороший такой повод принять самое активное участие в этом замечательном конкурсе. При оценке работ основное внимание будет уделяться теме и оригинальности рисунка. Каждый из членов жюри оценит работу конкурсантов по 10-бальной шкале. Времени осталось совсем немного, поэтому не стоит терять его зря. Берите в руки карандаши и краски и вперед! Кто знает, может быть, именно вам улыбнется удача. А Самира молодец, отличный сюжет для новичка, еще и полезный, у нас же много ребят, которые любят рисовать. Точно. Дорогие друзья, если вы хорошо рисуете, обязательно поучаствуйте в конкурсе. Подробнее о его условиях вы можете узнать на сайте visitchechnya.ru. Торопитесь, до 10 марта осталось совсем немного времени. А мы продолжаем. В первое воскресенье марта отмечается Международный день детского телевидения. С чем я тебя, кстати, поздравляю. Спасибо, Абдулмалик, я тебя тоже поздравляю.
Дорогие друзья, в честь этого праздника мы с Хадижей приготовили не совсем обычный сюжет. Скорее, даже совсем необычный. Мы с Абдулмаликом пофантазировали, что было бы, если бы на телевидении работали одни дети. Никаких взрослых, абсолютно. Все телевидение в полной власти тех, у кого еще нет ни паспорта, ни школьного аттестата. Кто-то думает, что это был бы настоящий хаос. Ну и пусть, зато скучно уж точно не будет. Как вы думаете, какие работники телевидения самые важные и нужные? Режиссер, оператор? А может, это начальник автотранспортной службы и продюсер? Если это взрослые люди, они легко обо всем договорятся и найдут общий язык. А если это дети? Да. Алихан, самошел. Цело. Да. Алло, Алихан, я постесняюсь спросить, водитель Уйсунвал. У нас тут Расит едет на съемку в Старогладовку в музей. Лу, Алихан, лу? Цело. Хайдук дикла, Алихан, лу? Цело. Ну, ребят, элементарно хуммады услышать мадейши. Серьезно досить здесь в работе. Известные телеведущие тоже когда-то были детьми. И как все дети, конечно же, учились в школе. Русский языком. Ко-а. 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 Да, ну ладно. Ух, колечко пикнул, что это у нас. А это кабинет главного редактора. Место, где тебя всегда готовы выслушать и поддержать. Взрослые называют это конструктивный диалог. Вот. В принципе, мне сама программа не нравится. Ах, Бяхтимилу. В первую очередь режиссер, и, конечно же, гость, и сама съемка. Вы программу посмотрите? Посмотрите. Ну теперь вот как вы считаете, у ведущего, автор программы ВУ, а проблема всегда бывает у вас? Сюк Алиш, цевого сюк Ал, я решу. Режиссер цевого сюк Алиш. Директор целой телекомпании. Интересно, а какой он? Наверное, это очень важный и серьезный дяденька. А кем он был в детстве? Ну, конечно же, очень важным и серьезным мальчиком. Отлично, в редакциях почти порядок. Жертв нет, а это значит, еще один рабочий день на детском телевидении прошел успешно. Секунду, надо еще проверить ребят из экономического отдела. Дети, работающие на ТВ, это, конечно, здорово, но без добрых и всегда готовых помочь взрослых это было бы просто невозможно. Ведь именно они становятся для нас примером. Глядя на них, мы учимся не просто делать первые шаги в журналистике, но и полноценно работать на телевидении. И если что-нибудь не будет получаться, мы всегда можем положиться на них, взрослых и опытных сотрудников любимого телеканала. Мы с Хадижей поздравляем всех наших коллег, которые работают для детей и делают для них интересные и полезные программы. И это не только ведущие программ, редакторы и операторы. Это и звукорежиссеры, и режиссеры монтажа, и замечательные водители, которые вовремя доставят съемочную группу в нужное место. Спасибо вам всем и за работу, и за терпение. Надо признать, что с нами, детьми, бывает очень нелегко. И, как говорит наш режиссер, после записи детской программы его уже ничем не испугаешь. Ну а сейчас телевизионную тему продолжат наши маленькие эксперты. Каким должен быть лучший телеведущий и зачем показывают рекламу? Дорогие друзья, послушаем мнение ребят. Зачем люди придумали телевизор? Чтобы смотреть детские новости. Что смотрят новости?
Чтобы дети смотрели мультики, а не новости. Чтобы дети могли смотреть разные каналы. Чтобы еще бабушки могли смотреть. Что нужно сделать, чтобы тебя показали по телевизору? Нужно снять камеру. Снять себя. Надо себя хорошо вести. Нужно хорошо вести себя в школе, хорошо тоже вести, пятерки получать. Нужно хорошо сниматься и хорошо отвечать на вопросы. Зачем на телевидении показывают рекламу? Чтобы объяснять новость. Чтобы люди знали, где можно купить. Чтобы много денег получить. Чтобы людям то, что им нужно, они могли купить. Я не знаю, ее все равно никто не любит. Кто самый лучший телеведущий? Все думают, что вы хорошие ведущие. Который хорошо снимает. Который работает в телевидении. Который самый умный. Мой папа. За что на телевидении отвечает режиссер? Они снимаются. Чтобы все делали свои работы. Чтобы все говорили как надо. Он снимает детей. Он отвечает за порядок. Что на телевидении делают дети? Работают. На вопросы отвечают. Они помогают взрослым, а взрослые говорят, как они отвечают, хорошо или плохо. Играют и смотрят мультики. Какую программу ты хотела бы вести? Пока ночи малыши, которые показывают журналы. Я бы хотела смотреть телевизор, когда меня бы показывали. Я хочу ведущей новостей. Я бы хотела программу про косметики, одежде. Детские новости. А мы продолжаем. В течение последних недель вы, дорогие зрители, присылали нам детские видеоролики. Мы с Хадижей отобрали лучшие из них. И сегодня готовы представить вам наших новых телезвездочек. Не пропустите, эти малыши заслуживают вашего внимания. يتقي إنيغ ما يسميتها الحياة ريحتي سميريتا إيه حتى يول تيولي تيول زيزي حمص تشوتشو يأنو زيزي حمص
Дорогие друзья, если у вас есть забавное детское видео, то присылайте его на номер или электронный адрес, который вы видите сейчас на своем экране. Самые интересные ролики мы обязательно покажем вам в следующих выпусках нашей программы. Ну а этот выпуск подошел к концу, дорогие друзья. Нам надо прощаться. Вот и все на сегодня. Увидимся на следующей неделе. Всего доброго! Так, это когда такое говоришь? Всегда говоришь. Да.